теплоснабжения в городе Якутска на 2022 год. И, в общем, данная публичка проводится на основании этого распоряжения. Уведомление о проведении публичных слушаний у нас было 26 мая. Всем структурным подразделениям окружной администрации и заинтересованным ресурсоснабжающим организациям, представителям Государственного комитета по ценовой политике, Министерства ЖКХ были направлены письменные уведомления. Так. В слушании присутствуют у нас, получается, представители теплоэнергии, представители Департамента градостроительной политики, представители водоканала. Так, Прометей присутствует? Да. Прометей. Так, сейчас должны Госкомценерек присоединиться, Министерство ЖКХ тоже должны присоединиться, но чуть пока не до их. Уведомление о начале разработки проекта были опубликованы 12 января 2021 года на официальном сайте окружной администрации. До 1 марта 2021 года был сбор информации о ресурсоснабжающих организациях для актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год. 6 мая 2021 года состоялись первые публичные слушания. По итогам публичных слушаний схема была направлена на доработку, и сейчас у нас сегодня повторные публичные слушания. Предложение АО «Теплоэнергия» у нас поступило, три предложения у нас поступило в виде публичных слушаний. Предложение от «Теплоэнергии» 1 июня. Предложение о Прометей по Саянстрой тоже 1 июня. Предложение от КРАН квартал 36, квартал 50 услуги, квартал 103 услуги тоже 1 июня. Предложение Государственного комитета по ценовой политике поступили 31 мая 2021 года. Инициатор проведения публичных слушаний глава городского округа города Якутск, уполномоченный орган Департамента ЖКХ, председательствующий собранием, он сейчас подойдет, первый заместитель главы города Якутска, Карташевский Егор Ефимович, модератор Николаева Ирина Львовна, департамент ЖКХ, секретарь собрания, главный специалист производства технического отдела службы эксплуатации городского хозяйства Нагильникова Светлана Сергеевна. Регламент у нас будет проходить таким образом. Основной доклад по схеме 20 минут. Дальше мы приступим к поступившим предложениям сразу. В общем, в этих предложениях прозвучат вопросы. Записались у нас выступлением, вопросом и предложением Лыкова Марина Владимировна, первый заместитель председателя Госкомценерек. Второе, Аксентьева Гурьяна Гурьевна, руководитель департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Министерства ЖКХ. Григорьев Александр Анатольевич, его генерального директора АО «Теплоэнергия», и Послов Антон Юрьевич, начальник юридического отдела ООО «Прометей». И дальше подведем итоги. Надеюсь, мы будем работать в течение часа. Позвольте в начале доклада выразить благодарность всем ресурсоснабжающим организациям, структурным подразделениям города Якутска за оперативное предоставление запрашиваемых материалов и высшие поправки и предложения. Схема у нас разрабатывается согласно федеральному закону номер 190, постановление правительства 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения, указа главы республики Сахалинской о социальной политике города Якутска на 17-22 годы, генерального плана города Якутска до 2030 года. Основными этапами выполнения работы являются у нас, получается, 6 этапов: сбор, анализ, разработка планов мероприятий. Схема теплоснабжения на 2021 год, получается, у нас схема разделена, разрабатывается. Включаются следующие 15 разделов, указаны на слайде, 15 разделов. И перейдем к общим характеристикам теплоснабжения. На территории города Якутска действует 108 источников теплоснабжения, в Республике действует 47 организаций, занимающихся поставкой тепла по регулируемым ценам. Из них 20 организаций поставляют тепловую энергию населению и социальную
социально значимого объекта. В связи с климатическими особенностями, соответственно, с тепловыми сетями, проложены сети водоснабжения. Таким образом, большинство теплоснабжающих организаций являются поставщиками услуг водоснабжения. В городском округе преобладает централизованное теплоснабжение от источников генерации тепловой энергии и электрической энергии, ЕГРС, ЕГРС-2, ЕТС, муниципальных, государственных, а также ведомственных котельных. Суммарные нагрузки потребителей более 50% занимает ЕГРС и ЕТС, которые являются собственностью ПАО «Энерго». Тепловой энергии пригороды и населенных пунктов, кроме теплоэнергии, обеспечивают одно муниципальное уникальное предприятие ПТСК и ГУП ЖКХ, коммуникации село Мага. В настоящее время в городском городе Курск эксплуатируется 74 котельные с централизованной поставкой тепловой энергии с установленной тепловой мощностью 697 гигакалорий в час, 4 крупных тепловых источников ЕГРС, Якутская ГРЭС, ПВК, Якутская ТЭЦ и ЕГРС-2, работающие в режиме комбинированной выработки, установленная мощность равна 1508 гигакалорий в час и располагаемая 1200 гигакалорий в час. Установленная мощность индивидуальных крышных квартир источников тепла 232,58 гигакалорий в час. Самым поставщиком тепловой энергии является у нас Якутскэнерго. Далее на втором месте теплоэнергии Якутскэнерго 77% от общего объема. На втором месте теплоэнергии 14%, на третьем АО-ДСК 3%. Зона деятельности АО «Теплоэнергия» разделена на 4 энергорайона, 41 котельной, 16 ТТ. Так, у нас, получается, поступили предложения от ПАО «Якутскэнерго» и от «Теплоэнергии» 29 апреля и письмо Якутскэнерго 29, письмо 30 апреля от «Теплоэнергии» о том, что они отказываются, отчуждают в пользу Прометея квартала 36, 50 и часть квартала 103. Соответственно, после этих писем у нас Департамент жилищно-коммунального хозяйства вышло распоряжение о том, что выделить эти зоны, отдельные зоны теплоснабжения. Вчера у нас в течение месяца мы проводили процедуру приема заявок от желающих стать в данных зонах НИТО. И поступили у нас 3 предложения. Вчера эти 3 предложения были рассмотрены на комиссии, и по итогам работы комиссии у нас получается выделены дополнительные зоны. Зона номер 6, зона номер 7, зона номер 8. И на которых у нас первая заявка по кварталу 36. Это присвоение статуса НИТО в зоне номер 6. Дальше по заявке по кварталу 50 услуги. Это присвоение статуса НИТО в зоне номер 7. Заявка по кварталу услуги для присвоения статуса в зоне номер 8. Таким образом, у нас сейчас в городе Курск появится 8 зон. Дальше слайд 10. С переданными данными подразделения администрации тщательно рассчитан объем строительства по выданным разрешениям на строительство и по договорам развития застроенных территорий города Якутска. Также определены объемы сноса по договорам развития застроенных территорий, и на их основе определены перспективные тепловые нагрузки на ближайшее будущее по кварталам, микрорайонам и населенным пунктам города с привязкой к источникам тепловой энергии. Показатели существующего спроса на тепловую энергию и схемы теплоснабжения на 2022 год определены по существующим нагрузкам
потребителей согласно отчетности снабжающих организаций по форме 3ТХ. Перспективные нагрузки определены согласно выданным разрешениям на строительство и договорам развития достроенных территорий. На 1 января текущего года общая площадь многоквартирных домов городского округа города Якутск составила 7 миллионов 67 тысяч 969 квадратных метров, которые требуют при расчетной температуре 54 градуса Цельсия наиболее холодной пятидневки 1260,75 гигакалорий нагрузки. По выданным разрешениям на строительство и договорам развития достроенных территорий планируется ввод в эксплуатацию в текущем году 167 тысяч 33 квадратных метра, в 2022 году 51 746 квадратных метров, в 2023 и 2025 годах 78 940,22 квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Это потребует, соответственно, увеличения нагрузки в текущем году на 16,91 гигакалорий в час, в 2022 году на 16,31 гигакалорий в час, в 2023-2025 годах на 25,83 гигакалорий в час. Общая нагрузка по многоквартирным домам достигнет 1319,80 гигакалорий в час. Это показывает рост нагрузки по многоквартирным домам по самым оптимистичным прогнозам на 59,5 гигакалорий в час до 2025 года. Основным положением мастер-плана схемы на 2022 год является создание до конца 2022 года единого теплосетевого теплоснабжающего предприятия на территории городского округа города Якутск на базе АО «Теплоэнергия» и «Якутскэнерго». Объединение с 1 января 2023 года зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории городского округа города Якутск с целью эффективного функционирования и развития централизованных систем теплоснабжения. Схема предусмотрена мероприятия по оптимизации и модернизации объектов теплоснабжения городского округа города Якутск, в том числе подключение срок до 1 сентября 2023 года к тепловым сетям АТГ-2, в первую очередь тепловым Якутской котельных ЕГУ-1 и ЕГУ-2 после создания ГДСП на территории городского округа города Якутск на базе теплоэнергии и Якутскэнерго. Модернизация котельных ЦТП и сетевого хозяйства АО «Теплоэнергия». Экономически обоснованным для технологического присоединения к тепловым сетям в 2022 году считается объект застройки 75, 76, 77, 78, 84, 112 кварталов на источник ЕГР-2 из 5 зоны теплоснабжения, 4 зоны теплоснабжения. И единой теплоснабжающей организацией является ПАО «Якутскэнерго». При этом АО «Теплоэнергия» как собственник сетей и ЦТП в указанных кварталах будет оказывать услуги по передаче тепловой энергии. Перенос квартала 85-го будет рассматриваться при актуализации схем теплоснабжения на 2023 год. Также в соответствии с распоряжением окружной администрации от 11 февраля за номером 200 продолжается процедура преобразования МУП ПТСК в акционерное общество с последующей реорганизацией и формой присоединения к АО «Теплоэнергия». Инвестиционные намерения ресурсоснабжающих организаций за счет республиканского и местного бюджета на 2022 год сохранили в пределах контрольных цифр Госкомцентра. Здесь программа АО «Теплоэнергия» предоставлена на 2017-2022 годы. Инвестпрограмма на 2022 год не утверждена. Госкомцентр и Министерство ЖКХ. Инвестпрограмма МУП ПТСК представлена на 21-26 годы, и с них собственные средства 9 миллионов 35,3, прочие привлеченные средства 452 миллиона рублей. Инвестпрограмма МУП ЖКХ включены мероприятия уход от открытой системы теплоснабжения в 2020-2025 годах. Инвестпрограмма Якутскэнерго на 2022 год включены мероприятия по строительству, на 2022-2023 год включены мероприятия по строительству подходящих тепловой сети 2-300-467 квартала до границ проектируемого ЦТП ЕГУ-1 и котельных ЕГУ-2
67-м квартале. Коротко все. Теперь вступаем к вопросам, но у нас 6-7 человек, поэтому у нас поступило 3 предложения. Госкомцентра Марина Владимировна, прошу озвучить свое предложение. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас 3 предложения, которые заключаются в следующем. Первое, мы говорим о том, что замечания наши от апреля месяца были приняты не в полной мере, поэтому предлагаем все-таки учесть наши замечания. Помимо этого, мы говорим о том, что в разделе 10 решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации прописан реестр систем теплоснабжения. Это не реестр систем теплоснабжения, это зоны. Поэтому мы предлагаем данную таблицу поменять и назвать ее границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. При этом мы отмечаем, что то распоряжение, которое было утверждено в 2019 году за номером 9 о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, на сегодняшний день она не работает. Поэтому по присвоению ЕТО для каждой территориальной организации, по 5 зонам, и сейчас предлагается сделать 8 зон. Что мы предлагаем? Мы предлагаем для того, чтобы по решению вопроса загрузки ГРЭС-2 принять решение о наделении статуса ЕТО с объединением в одну зону 3 предприятий по 3 системам. Это Якутскэнерго, Теплоэнергия и ГУП ЖКХ в городе Якутске без учета пригородов. По остальным теплоснабжающим организациям с наделением каждой ТСО статусом ЕТО в зоне деятельности своих систем теплоснабжения. При этом единый тариф ЕТО составит 2313 рублей 26 копеек с ростом на 8,2% для потребителей Якутскэнерго. Для потребителей ГУП ЖКХ Теплоэнергии будет снижение тарифа от 3,6 до 26,7%. В случае дозагрузки действующих мощностей станции ГРЭС-2 путем переключения потребителей теплоэнергии от котельных ЕГУ-1 и ЕГУ-2 квартальных котельных 2, 3, 4 и 85 квартала к магистральным сетям ГРЭС-2, экономия от источников составит 172 миллиона рублей. И размер единого тарифа ЕТО будет на 2,8% ниже, чем утвержденный на 2021 год. В дальнейшем при переключении потребителей теплоэнергии к сетям ГРЭС-2 индивидуальный тариф теплоэнергии для поставок в адрес ЕТО будет расти из-за снижения полезного отпуска. При этом необходимо отметить, что для потребителей не будет так значительно меняться, так как внутри тарифа ЕТО будет снижаться тариф Якутскэнерго за счет увеличения полезного отпуска. При этом мы говорим о том, что это позволит предусмотреть дополнительное капитальное вложение в размере 250 миллионов рублей внутри ЕТО. При этом именно в чей тариф будут добавлены инвестиции для потребителей ЕТО будет не столь важно, как сейчас прописано в схеме. С учетом капитальных вложений и переключений единый тариф составит 2342 рубля 02 копейки за гигакалорий с ростом на 1,2% от среднего тарифа 2021 года. При этом для потребителей Якутскэнерго рост составит 9,6%, для потребителей ГУП ЖКХ Теплоэнергия снижение составит от 4% до 25,8%. Кроме этого, мы хотим отметить, что в перечне мероприятий по схеме теплоснабжения глава 16 таблица 86 по оптимизации и модернизации планируемых к реализации в 2022 году
по МУП теплоэнергии стоимость работ составляет 598,2 миллиона рублей. При этом учете капитальных вложений без объединения ИТО рост для прочих потребителей составит 43,6%. Это без учета снижения полезного отпуска. Это повлияет на рост бюджетных затрат, поэтому вышеуказанная сумма быть включена в расчет тарифов не может быть. Это может быть сделано только в связи с тем, что вот я сказала выше, то есть в связи с возникновением экономии от переключения. Поэтому мы предлагаем все-таки по МУП теплоэнергии еще раз посмотреть капитальные вложения и размер капитальных вложений отразить согласно утвержденной инвестиционной программе в размере 182 миллиона рублей. У меня все, спасибо. Спасибо. Вопрос вы задали? Да, вопрос можно такой, что у меня вопрос. Марина Владимировна, мы с вами вчера обсуждали, да, что вы предлагаете создать ИТО на базе энергии ЖКХ с 1 января 2022 года. Но мы вчера предложили, что в принципе мы можем рассмотреть создание ИТО с 1 июля 2022 года. Тогда у меня вот такой вопрос возникает. У нас же есть еще планы до конца 2022 года создать ИТСП, то есть получается, мы сначала будем делать тарифы для ИТО, а потом у нас образуется новое юридическое лицо. И что будет с тарифами? Ну, в принципе, мы не возражаем с точки зрения создания не с 1 января 2022 года, а с 1 июля. Это как бы можно это сделать. Это первое, да, что я хотела отметить. Что касается тарифов, то у нас все-таки, если будет создано ИТО прежде чем ИТСП, то с точки зрения тарифообразования там ничего не поменяется. Потому что если будет ИТО, у них просто перетекет вот тот тариф, который мы установим для потребителей, единый тариф в этой зоне. Вот и все. То есть таких изменений глобальных не будет. Спасибо. Еще вопросы? Я вопрос можно, да? Марина Владимировна, вот я в продолжении. А ИТО, создаваемый на базе Якутской энергии, ЖКХ и теплоэнергии, статус ИТО присваивается какому-то юридическому лицу. А в этом случае тогда что получится? Мы говорим о том, что, согласно 808 постановления, статус присваивается, там есть определенные критерии, поэтому в зависимости от этих критериев будет присвоен статус определенному юридическому лицу. Кому это, естественно, муниципальное образование определит само. Мы же говорим лишь о том, что вот в этой системе, то есть в тех тепловых сетях, давайте по-русски буду говорить, да, в тех тепловых сетях, которые есть у Якутскэнерго, у теплоэнергии, у ГУПа ЖКХ, создать вот в этой зоне, да, этих тепловых сетей, создать ИТО для того, чтобы сделать оптимизацию переключения и дозагрузку в ГРЭС-2. Вот я лишь об этом говорю. Да, почему уточнил, потому что если учитывать те критерии, которые согласны Марина Владимировна, да, соответственно, постановление, то получается, что Якутскэнерго становится обладателем статуса МТО. Но мы, насколько я знаю, проговаривали первоочередное создание ТСП с последующим присвоением данному уже созданному предприятию статуса ИТО. Поэтому вот когда мы говорим, безусловно, все правильно, да, ИТО там нужно включать уже 2022 года, а ИТСП, если будет создано позже, либо у нас до 1 июля 2022 года реализуется, значит, скажем, тот механизм по созданию ИТСП. Вот здесь мне как-то не очень понятно. Хорошо, давайте тогда еще раз я отвечу, да. Мы почему говорим, что нужно создать ИТО,
в первую очередь. Но, как я уже отметила, вот те инвестиции, которые мы закладываем, которые нужно на развитие сетей теплоснабжения города Якутска, мы не можем заложить для теплоэнергии с ростом на 44%. Да, это только без учета полезного отпуска. Если с учетом снижения полезного отпуска, то для конечного потребителя рост по теплоэнергии составит порядка 60%. Этого никто не позволит. Все те индивидуальные предприниматели, которые будут подключены и сегодня подключены к теплоэнергии, они, естественно, скажут, что это не обоснованно завышенный тариф. Поэтому для того, чтобы сделать оптимизацию тепловых сетей и котельного хозяйства того же предприятия теплоэнергии, мы все-таки предлагаем, что первоначально сделать ЕТО, а потом уже работать по созданию ЕТСП. Потому что, в принципе, вот те тарифные решения, которые, о чем задала Дина Олеговна, которые потом впоследствии будут, они никак не скажутся. Но при этом мы уже при формировании тарифа с 1 июля 2022 года уже заложим те капитальные вложения, которые необходимы на развитие системы. Вот лишь об этом. За счет снижения тарифа для потребителей. Вот эта вот доля, разница, она может попасть в тариф теплоэнергии, как я уже озвучила. Можно? Дина Олеговна, Марина Владимировна, все замечательно, вы здорово говорите про единую теплоснабжающую организацию. Меня волнует вопрос, как единая теплоснабжающая организация будет работать с водоканалом? Куда вы деваете водопроводные сети? Водопроводные сети как лежали в тарифе по транспортировке, если мы говорим о тарифе по транспортировке, неважно, Якутскэнерго, теплоэнергии, ГУПа ЖКХ, да, они как лежали, так и будут лежать. Просто акт разграничения балансовой эксплуатационной ответственности, как мы это проговаривали в прошлом году, будет на границе балансовой ответственности между потребителем. Поэтому здесь вот этих нюансов, я думаю, что не будут. Как мы утверждали тариф, так и будет. Как мы... То есть для водоканала ничего не поменяется. Мы будем заключать договор с единой теплоснабжающей Да, организацией. вы будете... вы будете заключать со всеми снабжающими организациями, просто единая теплоснабжающая организация будет покупать у теплоснабжающих организаций на акте разграничения. То есть не будет выставлять потери в сетях и не будет отдельного тарифа на потери в сетях. Мы тариф не будем делить на генерацию сети. Нет, вы говорите про тепло. Я не про тепло не говорю. Я хочу понять, какие взаимоотношения поменяется. водоканала. Ничего не Нет, до поменяется. создания ЕТСП не поменяется. Ничего не Вот поменяется. когда создастся ЕТСП, новое теплосетевое предприятие, именно с ними будете заключать договор. Вот если будет объединение трех предприятий в единую теплосетевое предприятие, вот тогда поменяется взаимоотношение этого предприятия с вами, а при создании ЕТО ничего не поменяется. Дина Олеговна, еще можно вопрос? По поводу теплоэнергии и по поводу того инцидента, или как правильно сказать, когда прокуратура возмутилась тем, что, как правильно сказать, водопроводные сети попали, значит, в акционерную компанию. Как этот вопрос решается и вот что будет, я так слышу, что вы хотите сделать какое-то муниципальное предприятие или кому-то отдать эти сети, которые проложены вместе с тепловыми сетями теплоэнергии? Нет, можно я отвечу на этот вопрос? На по энергии Григорий Александр Анатольевич. В настоящее время у нас происходит судебное разбирательство с прокуратурой, и вопрос решается таким образом. Мы планируем водопроводные сети по требованию прокуратуры обратно дать в муниципальную собственность, а потом в качестве инициативной концессии Понятно, спасибо. Можно мне вопрос задать Марине Владимировне? Марина Владимировна, вот послушав ваше выступление и, в принципе, как бы озвучивая свою точку зрения, как бы, точку зрения нашей компании, не совсем понятно, почему вы пригороды исключаете из
зоны действия ГТО, и КСП, и как бы, то есть это никоим образом на тарифы не влияет, как вы рассказываете. Я помню, что ваша позиция заключалась в том, что если мы пригороды исключим, то если пригороды мы включим, то в пригороды никто не придет там, в качестве энергосервисной компании, но на сегодняшний день вот, уже, скажем так, 20 лет советская власть выключилась, и никто туда и не пришел. То есть почему вы думаете, что послезавтра куда-то придет? Мне кажется, эта позиция, она на самом деле не совсем верная с точки зрения даже тарифа образования. Ну, хорошо, давайте я отвечу. Наша точка зрения не поменялась с прошлого года. Мы считаем, что пригороды должны остаться в своих зонах теплоснабжения, системах теплоснабжения по своему ЕТО, для того, что, как вы правильно озвучили, что могут прийти энергосервисные компании. Сегодня Министерство ЖКХ и энергетики отрабатывает очень большой пласт через свое структурное подразделение, через Центр развития ЖКХ, отрабатывает и концессионные соглашения, и энергосервисные контракты. И поэтому на сегодняшний день рассматривается очень много вариантов по включению и вливанию инвестиций в те же пригороды. Поэтому на сегодняшний день, если мы сегодня снизим, а вы помните наши расчеты тарифа от мыса до мыса, то там у нас по некоторым пригородам, я сейчас, к сожалению, не взяла эти расчеты прошлого года, да, то у нас там были очень большие снижения тарифных последствий. Поэтому здесь мы считаем все-таки это делать нецелесообразно. И если сегодня придет тот же инвестор потенциальный, то он, естественно, будет смотреть на тариф. И, естественно, вот для того, чтобы... Ведь мы не все сможем положить по тем необходимым инвестициям, которые необходимо делать в тех же пригородах, положить все в тариф. Поэтому здесь разрабатывается комплексная концессия, да, и разрабатываются комплексные энергосервисные договора. Поэтому здесь, скорее всего, я с вами спорить не буду. Точка зрения такова, это точка зрения не только нашего комитета, но и точка зрения Министерства ЖКХ и энергетики. Потому что, как я уже ранее сказала, прорабатывается несколько вариантов. Есть несколько потенциальных инвесторов. Марина Владимировна, как бы инвесторы, они приходят туда, где есть потребитель, в пригород потребителя как такового особо нет. И это, во-первых. Во-вторых, те расчеты, которые вы сегодня озвучивали и показывали, они сделаны из учета микрорайона Марка, что, кстати, не совсем корректно может быть. И второй вопрос я хотел вам задать. Значит, ваша точка зрения заключается в том, что вначале надо создать единую теплоснабжающую организацию, а потом уже производить объединение предприятий, то есть ЕТСП, да? Ну, на самом деле мы не согласны с этой точкой зрения. Я думаю, что Якутская нас тоже поддержит в этом, потому что как бы договоренность есть определенная, что вначале мы создаем ЕТСП с учетом всех пригородов, а потом уже, кстати, туда можно и инвестный парк уже тоже на пригороды включить, то есть это тоже будут своего рода инвестиции определенные в развитии тех систем теплоснабжения. Поэтому вот как бы точка зрения свою озвучил. А можно тогда я задам вам вопрос обоим предприятиям? Скажите, пожалуйста, вот если сегодня примется схема теплоснабжения в таком варианте, в котором она принята, вы нам тариф заявите на ЕТО в своей зоне деятельности? Вы будете заключать договора со всеми остальными поставщиками услуг? Сегодня все регулируемые организации подали по-старому. Поэтому задаю конкретный вопрос к двум предприятиям, которые потенциальные ЕТО в определенных зонах. Если вы эти расходы заложите, нам скажите... Какие расходы я должна заложить в тариф? Расходы мы заложим только по экономии, я это озвучила. Для того, чтобы работать ЕТО в этой зоне, дополнительных расходов не нужно. По бытовой деятельности это совершенно другой разговор. Мы сейчас говорим про инвестиции, и мы говорим про... Тоже не совсем верно, да, получается, потому что у всех котельных разные себестоимости, и, соответственно, если вы хотите, чтобы мы работали как ГТО в своих зонах, то, соответственно,
Значит, та себестоимость, по которой они вырабатывают тепловую энергию, она тоже должна закладываться в наш тариф. На сегодняшний день этого тоже нет. Немножко не поняла ваш вопрос. Извините, пожалуйста, немножко не поняла ваш вопрос. Если мы говорим с вами, и в прошлом году мы очень долго с вами спорили по этому поводу, да, и долго я объясняла, в чем заключается и как мы хотим создать ЕТО. Вот если вы вот слайды прошлого года здесь показывают, да, здесь речь идет о чем? Речь идет о том, что вот если посмотреть 5-й слайд, да, поставьте, пожалуйста. Цифры, конечно, поменяются, да, поменялись. Вот если мы говорим о ЕТО, то мы говорим о том, что вы должны будете заключать договора. Но мы здесь говорим о том, что, вот, например, в зоне деятельности Иркутскэнерго есть котельная ДСК. И здесь, получается, мы предлагаем без внутреннего потребления, ну и, как я говорила, на акте разграничения балансовой эксплуатационной ответственности у потребителей. Вот я и задаю вопрос. Если будет утверждена схема, вы как ЕТО по тому распоряжению, которое будет издано, вы заявитесь к нам на утверждение единого тарифа в вашей зоне? Я об этом лишь задаю вопрос. Конечно, заявим. Вы же не доложите. Вы о каких расходах говорите еще раз? Мы же должны были у них покупать или продавать, правильно? Мы в прошлом году эти вопросы все решали и показывали, поэтому еще раз, коллеги, давайте мы не будем спорить. И все, что касается тарифообразования, мы будем решать не сейчас в рамках согласования схемы теплоснабжения, а у нас в комитете по вашим документам, которые вы представите на регулирование. Это первое, да, что я хотела сказать. Второе. Если все-таки речь идет о развитии города для оптимизации и бюджетных затрат, и оптимизации тарифных источников, все-таки наиболее минимальный вариант – это вот объединение в ЕТО 3 предприятий, крупных 3 предприятий, на основании которых мы сможем заложить дополнительные инвестиции за счет той экономии по переключению в РЭС-2. Марина Владимировна, об этом же Дина Олеговна говорит, что вначале создаем ЕДСП, а потом создаем ЕДСП вы не создадите в следующем году, коллеги. Ну давайте откровенно смотреть в глаза. Поэтому я предлагаю наиболее оптимальный, и мы предлагаем наиболее оптимальный вариант решения для того, чтобы решить те вопросы в городе Якутске, которые накопились годами. Позвольте вопросы по насколько Якутскэнерго. Владимир Владимирович, вы 1 июля предлагаете создать, наделить статусом ЕТО будет действовать организации, которая будет действовать в зоне деятельности 3, 4, 5 зоны теплоснабжения. Значит, исходя из практики и опыта прошлого года, в срок до 1 июля никакой ЕТО мы не создадим, поэтому мы проходили уже в прошлом году. Это достаточно длительная процедура, это первое. Второе, с 1 июля Иркутскэнерго прекращает быть вертикально интегрированной компанией, отваливается сбыт у нас, уходит в совершенно другую организацию, что опять наложит какие-то трудности на нас. Соответственно, необходимо будет перезаключать договора теплоснабжения с каждым из потребителей, что очень долгий процесс. Да? Это второе. А третье, мы уже об этом говорили, что для Иркутскэнерго это, скажем так, усугубит финансовое положение компании, что является даже не третьим, а первым. Давайте я вам отвечу на 3 вопроса. Ну, первое, то, что будет вертикально интегрированная компания, мы в курсе. Здесь просто сбытовая деятельность перейдет в ДЭП. Которым мы не сможем управлять. Ну, еще раз, здесь на влияние на тариф мы просто разделим тариф на составляющие. Дело не в тарифе, дело во времени. Ну, я еще раз говорю, в прошлом году, когда мы с вами отрабатывали от мыса до мыса, в принципе, вы были готовы с 1 января следующего года вступить. То есть с 1 января 21... Ну, подождите, коллеги, я же не перебивала вас. Сегодня у нас с вами в запасе целый год.
В принципе, по законодательству, если администрация примет решение в июле месяце, да, то вы до октября месяца можете сделать и перезаключить все договора. У меня встречный вопрос. Тогда как быть с теми зонами, которые сегодня прописаны? Та же самая ситуация, один в один. Чем будет отличаться вот та представленная схема с тем, что мы представляем? Просто будет чуть-чуть больше абонентов. Понимаете? Поэтому здесь вот эти вот аргументы, которые вы сейчас говорите, это не совсем, на мой взгляд, корректные. Да? Теперь, что касается вот того, что вы озвучили в третьем вопросе. Я думаю, что это не повлияет на вашу финансовую составляющую, потому что сегодня все равно так или иначе решаются ваши финансовые вопросы через ФАС Российской Федерации и через другие источники. Поэтому здесь вот это вот смешивать не надо, потому что если даже примется в том варианте, в котором сегодня представлена схема, то вам так или иначе нужно будет отрабатывать с теми же потребителями и перезаключать договора. Но это будет с 1 января 2022 года. А мы говорим об объединении и согласны с администрацией сделать объединение по 3 крупным предприятиям с 1 июля. Поэтому я считаю, что... У меня уточнение, и я сейчас так понимаю, что там облегчить ситуацию, да, и в принципе в вашем письме было сказано про систему теплоснабжения, да, поэтому что касается ЕТО, можно создать ЕТО в зонах систем теплоснабжения только 3 предприятий. Не всех вот этих наших 76 предприятий, да, тогда у нас получится, что будет у нас около 70 теплоснабжающих организаций в городе. Тогда уже все распоряжения и все ЕТО будут рабочие. Сейчас же у нас ЕТО, которые мы утвердили распоряжение номер 9 от 2014 года, они не рабочие, так? Никто не заявился как план. Поэтому вчера, когда мы с вами разговаривали, я предполагала и думала, что мы говорим о том, что мы создаем ЕТО на территории не в зонах, а именно системах теплоснабжения вот этих 3 предприятий. Да, я об этом и говорю. Здесь вот просто коллеги, они думают, что в зонах сейчас, ваша зона есть 4-я и 3-я, вы думаете, что все эти большие зоны. Марина Владимировна предлагает именно систему теплоснабжения. Когда у вас будет, как не то, только два договора с теплоэнергией из двух ЖКХ. Наши пригороды отвалят. Потом, а насчет пригородов, я считаю, что они все-таки должны быть так, как мы будем проводить объекты теплоэнергии и Иркутская энергогрупп, они оба ЖКХ, они все-таки должны быть в этой одной зоне. Зачем замешивать? У нас эти тарифы никогда они не переключатся. Вот наша логика, почему объединить вот это вот, чтобы все-таки дозагрузить источник теплоснабжения ГРЭС-2. Все, что касается пригородов, они никогда не переключатся на ГРЭС-2. Поэтому вот там как стояла котельная, она так и будет стоять, эта котельная. Единственное, там нужно будет делать модернизацию. А речь-то идет о том, что все-таки, возможно, там, где есть возможность переключения, максимально переключить на ГРЭС-2 и дозагрузить ГРЭС-2, и потом мы с вами понимаем, да, что у нас будет строительство ГРЭС-2 второй очереди, вот, и вот это тоже будет влиять вот впоследствии на вот этот вот ЕТО. Понимаете? Поэтому с точки зрения пригородов, все-таки я считаю, что это не должно сидеть вот в том варианте, который мы предлагаем, вот в связи с тем, что я сказала. Вот я добавлю, передам в энергии.
я маленько принесу тарифы, да, у нас получается по пригородам, Макеев и Ваге, самый низкий тариф. У нас получается основной тариф, сейчас 3050 рублей, да? А в Макееве получается 2600. И это получается, мы сейчас морковь цветем, а там уже сейчас, вы сами прекрасно знаете, где навигатор, что там требуется огромное дополнение. Если мы сейчас их уберем и оставим этот вкусный тариф, который основные котельные, да, конечно, энергетики будут рады. А марка, когда он как останется проблемой. И этот вопрос у нас не решится. Так, Марина Владимировна, у меня вот тогда вот как раз предложение и вопрос. Если, например, мы создаем на системе теплоснабжения внутри города, систему теплоснабжения и пускай теплоэнергии и ЖКХ, да, в пределах города, отдельно и то, вы говорите, пригороды остаются, тогда, соответственно, мы, например, в Тавриде видим, что ядро у нас останется теплоэнергия на этой зоне, да? А сможем ли мы для ядро теплоэнергии там добавить инвестиции? В прошлом году вы говорили, что для пригородов мы можем отдельно. Мы не отрицаем, как мы говорили в прошлом году, так мы и говорим. Просто я говорю о чем? Я говорю о том, что сейчас по этим пригородам, и я уже это озвучивала сегодня, рассматривается комплексное. Комплексное — это связано вода, тепло, канализация, понимаете? И если будет решаться комплексный энергосервис или там комплексная концессия, да, это самое, то, естественно, с этой точки зрения мы будем делать определенные расчеты и согласовывать долгосрочные параметры регулирования. Поэтому здесь с точки зрения вот этих наших сегодня споров, наверное, нужно их сейчас прекратить и посмотреть просто влияние на тариф по этим пригородам, да, и какие необходимо сделать мероприятия. Потому что если делать малозатратные, но более эффективные мероприятия в первую очередь, а не так, как предлагает теплоэнергия, сначала делать высокозатратные, но малоэффективные мероприятия, да, а потом уже делать вот, ну, то есть здесь смысл-то такой, что если мы сделаем малозатратные, но более эффективные мероприятия, при этом сохраним экономию в тарифах, да, за счет этих мероприятий, можно эту экономию направить на те же, на более затратные мероприятия, тогда, да, тогда этот вопрос можно рассматривать. А так как предлагает предприятие сразу заложить капитальные вложения, но при этом получить экономически маленький экономический эффект, ну, наверное, скорее всего, это не получится, нужно будет тогда развивать мероприятия для того, чтобы получить так называемый тариф, который может поднять потребитель. Насчет низкоэффективных и высокозатратных, я бы, конечно, Марина так говорить не стал, потому что вы, во-первых, экономику не прочитали нашу, поэтому утверждаете высокой трибуны, наверное, не совсем корректно, поэтому мы, напротив, после несколько годами заложили как раз таки очень высокоэффективные мероприятия, которые принесут экономию нам и нашим потребителям. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста. Во-вторых, Марина Владимировна, я все-таки хотел сказать, вот, на сегодняшний день вы заостряете вопрос по поводу того, будем ли мы и Кускэнерго исполнять полностью функции ИТО в своих зонах, да? Но все-таки вы, как регулирующий орган, должны понимать, что если вы к этому нас будете склонять, то это как раз таки будет означать рост тарифа для конечного потребителя. Поэтому и Антонина Борисовна же вам говорила, что давайте все оставим так, как есть на этот год, до объединения двух компаний. А дальше уже будем посмотреть. Вы извините, пожалуйста, я никого никуда не склоняю, это во-первых, да? Во-вторых, мы говорим лишь о том, что если нужно делать развитие города, то нужно делать еду. Вот это мы говорим. Мы к этому не идем постепенно. Скажите, пожалуйста, вот, получается, из той экономии, которая у нас вот будет при создании инвестиций, то есть средства, мы можем около 460 миллионов дополнительно инвестировать. Еще раз, экономия у нас получается не от создания ядра, а от переключения на более дешевый источник теплоснабжения, ну, чтобы все понимали, да? Поэтому здесь речь идет о переключении. И для конечного потребителя, для потребителей теплоэнергии, группа ЖКХ, будет снижение
Но для потребителей Якутскэнерго, как я уже ранее сказала, будет рост. Но при этом внутри тарифа можно будет посмотреть, неважно какому предприятию, положить дополнительно 250 миллионов рублей. Сегодня у теплоэнергии есть 180 миллионов рублей, это в рамках амортизационных отчислений. У Якутскэнерго есть дополнительные источники в 2021 году в рамках 203 миллионов рублей. Поэтому здесь я сейчас вам ответить, вот какой конкретно объем инвестиций, я просто вам сейчас не отвечу, нужно посчитать. Мы просто говорим о дополнительных инвестициях в размере 250 миллионов рублей. Можно я кратко вам объясню, да? Вот у вас слайд был, где Якутскэнерго занимает 77%, да? Вот этих 77% потребителей тариф вырастет, а у нас по 14%, он упадет. Вот получается там физики, ладно, они у нас субсидируются, а вот предприниматели, бюджетные организации и так далее, у них затраты будут. Это так. Андрей Владимирович, позвольте вопрос. Вы говорите, что наделение какой-либо силовой организации статусом ЕТО позволит дозагрузить источник электросбора. Каким образом? По тем мероприятиям, которые должны быть прописаны в схеме теплоснабжения. Мы говорим о том, что в первую очередь нужно все-таки перезагрузить ЕГУ-1 и ЕГУ-2 теплоэнергии. И это за счет этого переключения, у потребителей, если мы положим капитальное вложение, у потребителей Якутскэнерго вырастет тариф, но за счет того, что будет идти снижение тарифа для потребителей теплоэнергии, мы все-таки сможем заложить вот эти вот инвестиции на то же переключение или на те же другие мероприятия по городу Якутску. И, в принципе, объяснить потребителям, что рост будет не такой большой. Понимаете, если отдельно ложить инвестиции в Якутскэнерго или отдельно ложить инвестиции в теплоэнергию или отдельно ложить инвестиции в ГУП ЖКХ и так далее другим теплоснабжающим организациям, то для конечного потребителя это будет значительный рост, нежели делать ЕТО с переключением, как мы предлагаем. Это чисто просто экономические расчеты. Вот и все. Ну, понятно. С 2017 года этот вопрос уже у нас идет, и отдельно ЕГУ-1 и ЕГУ-2 не переключаются на сегодняшний день. И при создании ЕГУ ЕТО тоже не переключится. Неважно, будет источник или не будет. Это все зависит от желания теплоэнергии в первую очередь. Вот. А теплоэнергия говорит о том, что переключение ЕГУ-1 и ЕГУ-2 состоится только после того, как будет произведено объединение двух организаций. Наверное. Вот и все. И статус ЕТО нам ничем не поможет. Коллеги, еще раз, все-таки мы с вами сегодня обсуждаем схему теплоснабжения, и мы предложили этот вариант более экономичный, с точки зрения тарифообразования, с точки зрения вложения тех инвестиций, которые необходимы для развития города Якутска и для решения проблем по федеральной программе, которая у нас сегодня должна быть прописана по дозагрузке ГРЭС-2. Поэтому сейчас все вопросы, которые вы озвучиваете, давайте обсуждать, давайте смотреть расчеты. Но вот это наиболее оптимальный вариант по решению тех задач, которые необходимы, которые мы видим в городе Якутск. Вот и все. А те взаимоотношения, которые идут между хозяйствующими субъектами, я думаю, что это нужно обсуждать не здесь и сейчас, при утверждении схемы, а немножко в другом месте и в других стенах. Поэтому здесь давайте будем обсуждать именно схему теплоснабжения, а ваши взаимоотношения, кто, когда и что. Если будет это прописано в схеме теплоснабжения, вы обязаны, как теплоснабжающая организация, это исполнять. Да, мы сейчас обсуждаем
предложение прицелости, которые самые ключевые. Но вопрос дорожной карты, проект дорожной карты, предусматривающий создание ЕТСП до 1 июля 2022 года, он как прорабатывался, чтобы если решать все вопросы? Нет, он поступил только вчера. Да, Да, мы его сейчас обсуждаем. Да, просто если действительно... У нас в схеме сказано, что В схеме сказано, что у нас создание ЕТСП, то есть ЕТО после создания ЕТСП. ЕТСП мы создаем до конца 2022 года, а с 1 января 2023 года создается ЕТО. Не просто сам момент создания до конца года, это же не значит, что мы, если складываются все варианты, как для теплоэнергии, для электроэнергии, возможность создания КСП до 1 июля, то есть оно не противоречит формулировке до конца года. Этот вариант тоже противоречит. В принципе, если вы до 1 июля объединитесь, это физически... Ну, наверное, не объединитесь, а создать новое предприятие, потому что в прошлый раз тоже в слайде у вас прозвучало в схеме теплоснабжения создание ТСП путем объединения двух электрических лиц по энергии и теплоэнергии. Мы тоже говорили, что это неверная формула. На самом деле, тут ряд совещаний уже были, но это вопрос как бы имущественный, поэтому здесь мы его здесь вытратим. Ну, раз уж мы этот вопрос затронули, наверное, то он четко прописан в схеме теплоснабжения. В проекте схемы теплоснабжения, да. Как будто бы механизм создания ЕТСП на сегодняшний день уже принят и согласован двумя организациями. То есть изначально мы говорили о том, что механизм схемы теплоснабжения в коем случае не должен прописываться. да, протокола еще нет, то есть ни одного протокола окружной администрации нет, поэтому мы это скорректируем. То есть это уйдет. Конечно, были уже ряд встреч, И Русгидро, получается, с руководством службы встречался, и руководство Якутскэнерго, и глава города тоже встречались. Договоренности есть. Сейчас в департаменте внешнеразменных отношений этот вопрос совместно планировали уже начали прорабатывать, и совместно с вами, да? Но этот момент мы конкретно не будем прописывать, потому что это, возможно, будут какие-то изменения протоколов и распоряжений еще нет. ну, Марине Владимировне еще вопросы будут? Так, тогда переходим к второму вопросу. Григорий Александр Анатольевич, его генерального директора. Выступление и вопросы. Добрый день, коллеги. Рассмотрев представленную схему, проект схемы теплоснабжения, которая была размещена на сайте окружной администрации, нам хотелось бы отметить, что здесь не учтены два ключевых момента, которые мы хотели бы отразить, которые предложения были там отразить. То есть мы предлагали в своих замечаниях, направленных ранее на 85-й квартал 2022 года, передать тоже в 4-ю зону с тем, чтобы Якутскэнерго стала коммунитивной теплоснабжающей организацией, а мы оказываем услуги по транспортировке. Этот вопрос он не был учтен, и мы все-таки настаиваем на нем. Также мы хотели бы, напротив, 2, 3, 4, 18, во 2, 3, 4, 18 квартале на стадии единой теплоснабжающей организации и присоединить ее к 5-й зоне теплоснабжения. Этот вопрос также не был учтен, поэтому вот, два этих момента мы просим все-таки учесть в действующей схеме и их здесь отразить. Ну, вот, то, что вы отметили только что значит, схема создания ДСП, она здесь будет, ну, скажем так, исключена. Ну, в принципе, когда с этим моментом вы согласитесь, я думаю, что действительно здесь не стоит прописывать основную схему. Также еще есть мелкие замечания. Ну, там котельная КРС, значит, у нас называется котельная рассвет, просим поменять уже, потому что это, скажем так, некорректное название. И что-то. Все. Александр Анатольевич, спасибо. Так, насчет 85-го квартала мы прописали схему, что будет переходить в зону номер 4 с 23 года. В схеме это уже прописано, мы обсуждали это на прошлом публичном слушании. Так, насчет
2, 3, 4 и 17 кварталов, чтобы на этих зонах ставить ЕТО, но заявлений, писем от Якутскэнерго о том, что они отказываются от этих кварталов, не поступило, и поэтому нет оснований для того, чтобы этот вопрос рассматривать. И, наверное, смотрите, то, что было 7 постановление правительства, то, что касается системы теплоснабжения, у ПАО Якутскэнерго там, в принципе, нет ни объектов генерации, ни тепловых сетей. Об этом Потребители там тоже наши. То есть, тут по той же логике, по которой идет группа компаний Финтей, мы считаем, что мы можем быть там ГТО, если должны быть там ГТО. если Поэтому даже просьба нашим коллегам с ПАО Якутскэнерго с пониманием к этому вопросу отнестись и, ну, скажем так, до объединения в ЕТСП все-таки наделить нас статусом ГТО в. если даже, например, предположим, мы объявим конкурс на эти кварталы, то Якутскэнерго тоже заявится. Да, будет 2 заявления, и по мощности Якутскэнерго оно выигрывает, но все равно как-то. Кто нет? Кто из других источников генерации нет? Без разницы. Есть Наверное, источники, позвольте, нет источников. да? Можно. Вот по 2, 4, 17 кварталам. Вот мы опять возвращаемся к вопросу, когда существуют 2 организации, которые не ставят планом объединения либо имущественных ориентиров, да, либо цель которого создание ДСП. Вот вариант передачи на 3 года или там на 9 месяцев статуса ИТО по данным кварталам, они значит, не имеют никакого основания под собой. На сегодняшний день ИТО, то есть при своей ситуации, теплоэнергия вырабатывает тепло, продает его, транспортирует. Значит, сложность в чем? Вот еще небольшое время просуществовать в таком положении. Мы же предлагаем все вопросы по передаче статуса при расширении зон ЕТО отнести все-таки, соотнести с созданием ТСП. Поэтому мы и то же самое предлагаем по тем кварталам, которые сейчас были перечислены, касаемо расширения, да, это 75, 76, 77, 78 квартала, 84, 112, часть 103. Мы говорим о расширении зоны 112 квартале и 103, части 103, в связи с тем, что там действительно существует реальная возможность подключения потребителей к системе теплоснабжения Якутскэнерго от Якутской ГРЭС-2 в первую очередь, что позволяет, первое, менее затратно присоединить заявителей, первое, второе, инвест-программе Якутскэнерго, которую мы вынесли в предложениях по мероприятиям, по переключению, мы планируем построить 2 тепловых камеры, это будет менее затратная, суммарная затрата, если я не ошибаюсь, порядка 40 миллионов рублей. То есть там не требуется реконструкции сетей больших, не потребуется создание генерации новой создавать. Поэтому 112 часть 103 это да. Все остальное касаемо перечисленных кварталов решить уже при создании ТСП. Поэтому в нашем понимании это лишний элемент расширения зон на короткий период. То есть мы создадим, потом опять будем создавать ТСП. Поэтому предложение по 2, 4, 17, я думаю, даже не стоит посмотреть. Я с этим согласна. Еще вопросы будут? Александр Анатольевич? Нет, да? Так, третьим у нас выступает Косов Антон Юрьевич, начальник юридического отдела ОКР. Так, участники публичных слушаний. У нас 2 вопроса, связанных с проектом схемы теплоснабжения сегодня. Да? Первый – это скорее уточняющий вопрос, который относится к 10 разделу
этого проекта, то есть последнему конкретно абзацу, да, в котором указано, что с 1 января 2022 года запланировано мероприятие по созданию ЕТСП на территории городского округа, и которому с 2023 года, с января месяца, будет присвоен статус ЕТО от мыса до мыса. Вот. Ну, я послушал сейчас выступление, в частности, представителя Госкомцен. Ну, в принципе, вот это вот положение, которое прописано в 10 разделе, в последнем абзаце, оно как бы противоречит полным намерениям, да, действительно, которые собираются, ну, перераспределить, значит, деятельность по ЕТО. И, по-моему, там должно быть прописано, что ЕТСП должно в зонах 3, 4, 5 только, значит, деятельность распространяться, да, а не от мыса до мыса. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы внесли корректировку в последний абзац раздела 10 и, значит, поменяли соответствующим образом. Второй вопрос касается, значит, строительного блока нашего. Это непосредственно запрета, который прописан, значит, в пункте 2.3 раздела 2 проекта схемы теплоснабжения. Именно запрета на отопление, поквартирное отопление многоквартирных домов, газующихся, да, газовое отопление. Вот. Мы как бы с этим категорически не согласны. Действующего федерального запрета на использование поквартирного отопления в многоквартирных домах нету. Строительные, значит, компании активно используют данный вид строительства, данный вид теплоснабжения. И как бы, ну, я считаю лишним указание данного запрета в схеме теплоснабжения. Вот. И все-таки нужно, наверное, ориентироваться на мнение федеральных органов в этом вопросе, вот, ну, не безосновательно. То есть, ну, тут каких бы оснований, да, для принятия этого запрета не указано в проекте. И, значит, ну, мы считаем, что есть нормативные акты, которые разрешают теплоснабжение таким образом, и это потребителям наиболее выгодно, потому что, как известно, поквартирное отопление, теплоснабжение, оно наиболее является дешевым в сравнении с централизованным оотоплением. Вот. И, ну, я так полагаю, на сегодня схема теплоснабжения, она строится с позиции все-таки дозагрузки, как в ГРЭС-2, как здесь неоднократно уже прозвучало, да, со стороны представителей Госкомцен. Вот. Они с позиции интереса все-таки потребителей, хотя действующее нормативное регулирование, оно предписывает именно учитывать в первую очередь интересы потребителей. Вот. А те финансовые затраты, которые потребители будут вынуждены понести в связи с использованием централизованного отопления, они будут значительно больше. Они не смогут, в принципе, даже какие-то экономить средства для себя. Поэтому я предлагаю исключить из схемы теплоснабжения запрет, ну или вообще какое-либо ограничение на использование поквартирного отопления теплоснабжения в строящихся многоквартирных домах. И, ну, как бы, дозагрузку в ГРЭС-2 все-таки необходимо, я считаю, решать с позиции, ну, расширения все-таки потребителей, количество строящихся территорий, удешевление тарифов, ну, чтобы это было выгодно в первую очередь конечным потребителям. Антон Юрьевич, спасибо. Так, насчет о том, чтобы в схеме, что ЕГЭ у нас от мыса до мыса, в принципе, мы принимаем решение конкретно. У нас сейчас
второму вашему вопросу я прошу сперва Марину Владимировну прокомментировать. Ну, что касается по квартирных котлов, в зоне деятельности централизованного теплоснабжения, я считаю, что это нецелесообразно, потому что, как уже говорилось, о том, что сегодня нужно делать дозагрузку того более дешевого источника теплоснабжения. Сегодня, если говорить по квартирных, ну, во-первых, это надежность, да. Что касается централизованной системы теплоснабжения, то это в первую очередь обеспечивается надежностью теплоснабжения. Что касается, если будут стоять газовые котлы в зоне самодействия централизованной системы теплоснабжения, то это приведет к дисбалансу. Ну вот смотрите, просто можно представить картинку, да, вот у нас сегодня строятся дома, там, где есть тепловое сопровождение, и рядом нужно будет прокладывать и увеличивать пропускную способность сетей газоснабжения, когда можно просто будет взять и подключить к централизованной системе теплоснабжения. Это же речь идет только там, где идет централизованное теплоснабжение, а там, где нет централизованного теплоснабжения, то, в принципе, вам же никто не запрещает это делать и строить. Поэтому я считаю, что все-таки этот пункт нельзя исключать, потому что нам все-таки нужно делать политику, вот что у нас должно быть в приоритете. Если мы говорим, что мы развиваем централизованную для того, чтобы снизить те же затраты на 1 гигакалорий, тогда нужно запрет в схеме теплоснабжения в той зоне, где есть централизованные, ставить индивидуальные котлы. Если мы говорим о том, что нужно смотреть на спрос, да, нужно смотреть на спрос, но тогда давайте будем смотреть и на квартплату, потому что сегодня при том, что если у нас используются индивидуальные котлы, то ту субсидию, которую платит население за счет разницы льготного тарифа и ИОТа, сегодня они не будут получать. Ведь на сегодняшний день экономят они только за счет того, что те, которые стоят по краям или на первом этаже, или на последнем этаже, они переплачивают квартплату, а те, которые стоят, они отключают эти по минимуму, ставят котлы. И поэтому те, которые живут по краям, они переплачивают, внутри живут, они не доплачивают, да, и поэтому идет неравенство платежей. Поэтому здесь очень спорный вопрос, поэтому здесь чисто должна быть политика города, техническая, я имею в виду политика города, в части чего мы развиваем. Если мы город развиваем хаотично, как предлагает предприятие, тогда да, давайте тогда исключать этот пункт из схемы теплоснабжения и будем в центре города вести трубу газоснабжения и ставить индивидуальные приборы в каждом самом. Если нет, тогда здесь просто слово за городом. Можно я еще дополню? В чем проблема еще индивидуального данного отопления? Зона централизованного теплоснабжения. У нас еще возникает проблема по сопровождению холодной воды. Да, я это тоже хотела сказать. Потому что вот получается у нас тоже такая же политика, вот по 112 кварталу. 5 домов подключается на газ, мы делаем переменную зону. 6-й дом получается, он уходит на газ, и проблема с водой. А там же 6 или 14 этажей, и там нужно 2 года вести. И как это буду вести? Там не только еще эта проблема, там еще проблема в этих домах по отоплению подъезда, потому что сегодня все отказываются платить отопление в этих домах, да, считая о том, что они должны только платить свое потребление своей тепловой энергии, то есть прямой ресурс – это газ.
тогда кто будет у нас и как у нас? Будем замораживать подъезды или что? Тогда все остальные коммуникации у нас, которые проходят в общем имуществе дома, они как будут отапливаться? Здесь тоже есть очень большой спорный вопрос, поэтому все-таки считаю, что должна быть техническая политика по развитию города. Вот в каком направлении должен действовать город и развиваться. Я еще считаю, что то, что мы сейчас даем разрешение, ведем газ на квартирным домам для пищеприготовления, это тоже нужно убрать. Поэтому нужно все равно в любом случае, мы к этому придем, для пищеприготовления тоже не должно быть. Но сейчас это у нас не прописано, но в ближайшие будущие годы я думаю, что мы все равно должны быть. А сейчас я хотела бы... Я продолжу предупреждать, да? Значит, Якутская энергия предлагает это тоже кому-то ставить, потому что есть практика. Первое, значит, экономия на основном Мария Владимировна не просчитывает затраты на строительство газопровода, потому что если строить отдельно холодное водоснабжение, скажем, наши коллеги с теплоэнергии, с водоканала, затраты на строительство с тепловым сопровождением отдельно трубопровода холодного снабжения, оно становится кратно выше. Поэтому сейчас единственное, кто ратует за такой вид теплоснабжения, то есть индивидуальное газовое отопление, это застройки за счет того, что более привлекательная покупательская способность на сегодняшний момент. Мы не знаем, цена газа будет завтрашнего. Затраты же, если брать на строительство на квадратный метр, строительство отдельно газопровода и холодного водоснабжения, оно соотносится совместной прокладки тепла и холодной воды. Поэтому это нормальное предложение, думаю, должно остаться. Ну и, значит, продолжение то, что Марина Владимировна, да, которая как раз состоит на страже государственных интересов, деньги республики, деньги на строительство ГРЭС-2, взятые из федерального бюджета, как раз были направлены на развитие теплоснабжения города Якутска с учетом развития города Якутска. И мы отстаивали, я имею в виду город и республика, строительство станции высокой генерации. Значит, поэтому деньги затрачены, опережающее развитие, предусмотрели развитие города. Ну а сейчас точное развитие, то, что там точки даем, ставим с газом, не с газом, ну, не учитывая государственные интересы, как бы громко это не звучало. Спасибо. И хотела, чтобы вы договорились, ответить тоже по этому вопросу. Добрый день. Ну, мы тоже полностью поддерживаем то, что заложено в снабжении, потому что мы все придерживались, если последнее теплоснабжение предусмотрено, значит, обеспечение теплового газа, ГРЭС-2, действительно, теплоэнергии и функционатов, конечно, надо использовать это. Но если этих сетей нет или вне схемы, ну, куда деваться? Ну, такую оговорку, я не знаю, лучше, наверное, не прописывать, потому что мы же стремимся к тому, чтобы у нас весь город был полностью охвачен, да, деятельной системой теплоснабжения. Поэтому, конечно, ну, застройщик тоже понимает, да, и, ну, не только привлекательность, наверное, больше роль играет еще и стоимость тех соединений. Да, на сегодняшний день я так понял, что в связи с созданием ГТО стоимость тех соединений будет уменьшаться, так как тариф будет рассчитываться по-другому, да? Еще раз, я вчера говорила о том, что если у нас в схеме теплоснабжения будут прописаны мероприятия по переключению, подключению, то есть, прошу прощения, по подключению данных кварталов, да, и данных заказчиков-застройщиков, тогда мы сможем положить те же капитальные вложения в тарифы через утверждение инвестиционных программ. Я об этом говорила вчера. И тогда, да, действительно, у нас будет снижение платы по тепловой. Мы же сейчас смотрим с вами по теплу, тогда у нас будет снижение затрат на подключение. То есть, возможно, все индивидуальные платы по технологическому присоединению по тепловой энергии уйдут.
Я об этом говорила вчера. Комментарий можно выполнить? Нет, все. Спасибо. Что хотели добавить? Добавить, ну что тепловой источник ГРЭС-2 и тарифы, да, которые, по которым реализуется тепловая энергия, вовсе являются дешевыми в сравнении с атмосферным отоплением. И оставление в проекте схемы теплоснабжения данного запрета – это прямое вмешательство в выбор потребителя. Выбор того источника, который ему наиболее подходит самому. И тепловое сопровождение, о котором говорят представители Якутскэнерго, теплоэнергии, ну это просто попытка переложить свои проблемы на застройщиков и потребителей. Я согласен, может существует такая проблема теплового сопровождения, но все-таки это отдельный вопрос и должен решаться отдельно от строительства. Нет, вы не правы. Мы живем с вами в северных условиях. Если мы с вами будем прокладывать холодную воду, а в основном строится выше 9 этажей, нужно делать 2 ввода, тогда у нас с вами получается холодную воду как мы будем обеспечивать? Подвод с 2 разных источников до этих домов. Понимаете? То есть сегодня ведь речь-то идет не только смотреть с точки зрения потребителей, да, именно покупательской способности, но и с точки зрения развития, и как эти потребители будут потом получать тот ресурс, который им необходим. Это первое, да, что я хотела сказать. Второе, вот давайте мы с вами не будем говорить с точки зрения, что дешевле, что дороже. У нас сегодня граждане, если мы говорим про плату по коммунальным услугам, они платят не стопроцентный тот тариф, который вы видите для прочих потребителей. Поэтому сегодня у нас окупаемость услуг, что теплоэнергии, что Якутскэнерго, не стопроцентная. И мы устанавливаем льготный тариф, и этот льготный тариф они платят, плюс каждый житель республики получает порядка 100 тысяч от республиканского бюджета. Поэтому здесь это очень спорный вопрос по квартплате. Поэтому сегодня мы делаем эту аналитику, и аналитика показывает о том, что квартплата почти сопоставима, понимаете, при тех условиях, которые сегодня существуют. Мы с вами не знаем, как будет развиваться с точки зрения тарифообразования по газоснабжению и как будут развиваться другие. Но у нас есть предельный рост платы граждан, который мы не имеем права превысить. И вот в рамках этого предельного роста платы, неважно, у кого будет примерно платежи будут одинаковые. Можно еще уточнение? Я бы хотела... Можно, Вот то, что мы сейчас принимаем в схеме теплоснабжения, это является приоритетом перед всеми остальными документами градостроительной политики нашего города или нет? То есть вот то, что здесь написано, запрет, это распространяется на застройщиков? Что по этому поводу говорит Департамент градостроительной политики? То есть они выдают разрешение, значит, строить дома с пакетным отоплением в зоне действия Якутской ТЭЦ, да, но при этом мы совершенно, вот, как говорим, не думаю о том, каким образом к этим домам придет вода. Я с этой точки зрения хочу понять, что главнее, значит, документы градостроительного комплекса, Департамента градостроительной политики или схема теплоснабжения? Я хочу сказать, что схема, она главнее, но у нас еще есть градостроительный кодекс, да, который руководствуется программой градостроительной транспортной инфраструктуры. И сейчас, получается, если в прежние годы были какие-то промахи и давались разрешения на газовое отопление, то я думаю, что с этого года вот недавно у нас прошли совещания на уровне
первого заместителя Гладуна Корнила Алексея Дмитриевича по развитию территорий, да, где были даны поручения Департаменту градостроительной и транспортной инфраструктуры участвовать в разработке схем теплоснабжения. На самом деле Департамент ЖКХ при разработке планов комплексного развития систем коммунальных инфраструктур у нас в положении сказано, что мы участвуем в разработке. Это же градостроительный документ. На самом деле здесь главенствующие органы — это Департамент градостроительной и транспортной инфраструктуры. Но так просто получилось, что и занимаемся окружной администрацией мы. Поэтому сейчас с каждым застройщиком ДГТИ будет разговаривать индивидуально. А также, если у нас есть там планы, например, по строительству кварталов, то они должны быть отражены в схеме теплоснабжения изначально. Полностью. Ну вот я просто к вот этому наболевшему примеру многоквартирные дома по улице Чехова. Значит, 103-й квартал, там, где схема теплоснабжения предусматривает теплоснабжение от Якутской ТЭЦ, от сетей Якутской ТЭЦ. Значит, застройщик требует, значит, поквартирное отопление, обещая построить внутриквартальный водопровод от своих сетей. То есть они хотят построить специальный котел внутри дома для, значит, отопления, для теплового сопровождения водопровода. Или, значит, застройщик, который называется специализированный застройщик номер 2 в 112-м квартале, который тоже строит 3 многоквартирных многоэтажных дома с поквартирным отоплением, предполагая, что он только места общего пользования и детский сад возьмет от тепловых сетей. Хотя это находится в 10, максимум в 20 метрах от тепловых сетей, которые проходят от Якутской ГРЭС-2. Как даются такие разрешения на строительство, когда мы говорим с вами, что наша вот эта вот схема теплоснабжения является главенствующей? Вот эти вопросы как-то вот обходим стороной, но это же уже сейчас, такие... Например, их строй обратился в ДГТИ, ДГТИ уже направляет информацию нам. Мы своей строй уже заключение свое написали, что там должно быть центральное отопление. Ну а дальше они будут уже с ними индивидуально отрабатывать. Хорошо. Так, следующий тогда у нас выступает Марков Виктор Васильевич, заместитель генерального директора, заместитель директора Якутской электроцентрали. Спасибо за должность. Да. Добрый вечер еще раз. Для сначала чисто технические, мы прочитали схему снабжения, которая расположена на сайте городской администрации городского выпуска, где ссылка указана в вашем письме. Ну и создалось впечатление, что после тех замечаний, которые были выданы, нами в том числе, не очень правильно. Я не знаю, может быть, здесь вмешался технический вопрос, но тем не менее я озвучу. Таблица 23. Значит, чисто технически мы предлагаем просто более корректно записать в разделе в графе теплоисточник. Здесь указаны какие теплоисточники, как ЦТП, там Чайковского, это комплекс, мы все знаем, что теплоисточник является ГРЭС-2, в первую очередь. Если это что-то другое тут закрыто, вот в этой табличке, пусть остается, если нет, тогда надо привести в соответствие. Ну и по другим тоже позициям, например, тоже Борисов 1, Сосновый Бор, тоже просмотреть, мы готовы все вам представить, замечательно, чтобы сейчас не утверждать, не занять место. Время присутствующих. Что касается самой схемы теплоснабжения, часть вопросов они уже были озвучены сегодня, но к удивлению для себя, мы увидели ряд пунктов, которые вроде бы обсудили и ваша презентация в прошлый раз, когда на первом слушании, они уже отсутствовали. В частности, в проекте, который расположен на сайте, по-прежнему присутствует по 2-4-17 кварталу выбор 3 вариантов предлагаемых теплоэнергии. В том числе
в главе 17 замечания предложения схемы снабжения также приводится, я могу озвучить, они очень часто повторяются, да, по тексту. Значит, мероприятие прописано опять рассмотреть по 3-4 кварталу строительство котельных, да, при этом мы предложили исключить их из схемы водоснабжения. Вы в своей презентации тоже убирали, здесь они остались. И при этом в графе там принято решение, у вас стоит отказать замечанию Курскэнерго, то есть получается остается вариант развития этих сетей снабжения теплоэнергии. Поэтому, но опять же в другом пункте, я буду тут долго перечислять, но очень много замечаний, да? Например, указывается не предусматривать реконструкцию и строительство сетей теплоэнергии в связи с тем, что приоритетно считать подключение источников паловой Курскэнерго. Поэтому, ну, как надо будет замечать, еще посмотреть, как бы их все вместе синхронизировать хотя бы, чтобы они были общие. Поэтому не очень давно воспринимается. То же самое касается вообще вот, 2-4-17 квартала, да, мы писали в наших предложениях, указано, что уже предусмотрено в программе Курскэнерго строительство тепловой сети, а именно реконструкции 4500 от тепловой камеры Зеленстроя до ТП-15-2. У нас заложены деньги уже в этом году, о чем говорит ГКЦ. Мы ведем проектирование данной сети. Данная сеть не направлена на развитие только 2-4-17 квартала, хотя мы потенциально будем готовы уже подключать как существующие нагрузки, так и перспективные любые нагрузки. На сегодняшний день нам обратились, и мы в счет будущего реконструкции уже предусматриваем подключение таких объектов, как школа в Новом порту, 16-й квартал, строительство домов ДСК, строительство домов АРТ, которые обратились к нам. Кстати, схема обеспечения этих замечаний мероприятия по подключению жилых домов стоят предложения или мероприятия теплоэнергии. Нам на наше замечание здесь написано отказ, отсутствие источника финансирования, предусмотреть при актуализации схемы теплоснабжения 23 год. При существующей схеме утверждения ИП, а у нас принимает схему теплоснабжения на уровне Министерства энергетики Российской Федерации, обязательным условием является наличие данного мероприятия схемы теплоснабжения. Я, например, предполагаю, что вы можете написать, что предусмотреть, например, 20 мероприятия срок реализации 23 год. Но дело в том, что объекты подключаются у нас уже в 2022 году. Это те же перечисленные дома ДСК, значит, подключение домов РТ. У нас вышел Ленастройсервис по застройке квартала ББ, который сейчас на уровне департамента строительства решает вопрос о выдаче разрешения на строительство. На сегодняшний день идут проработки уже за техническими условиями СГЗ по поводу строительства инвестиционного центра по Петра Алексея. Ну, вот там, за фтизиатрией. Мы все это рассчитывали, в том числе подключение нагрузки, при этом там ставили калории, осуществлять после реконструкции сетей. Потому что, ну, скажем, решать вопросы за счет, опять же, Российской Федерации, мы и так вот, деньги на первый этап уже по онкологии это есть, ну, как бы там, возможность дальнейшего строительства. Поэтому вот эти пункты надо, мне кажется, либо скорректировать, либо это будет очень написать. У вас все? Да, я
подтверждаю, что сегодня до утверждения инвестиционной программы, которая утверждается Минэнерго России, заложенные данные мероприятия, и мы их тарифные источники включили 10 миллионов, о чем я говорила ранее. Помимо этого у нас также утверждена плата за подключение к УКЦентру, где тоже данные мероприятия были распределены по источникам. Поэтому на сегодняшний день все-таки поддерживание УКЦентру нужно решить этот вопрос в схеме снабжения. Так, ну, у нас вопросы это вот те, которые повторяемые, да? Ну и плюс мы по все-таки точность должна быть на сегодня определена по переключению ИГУ-1 туда. То есть, если это сроки действительно, как там прописано, с 1 сентября 2023 года, после создания ТСП. На сегодняшний день Якутская энерго в 2022 году будет обеспечена возможность переключения данных объектов. То есть нам четко, вот вы, если я правильно услышал, что переключение потребителей котельных ИГУ-1 туда должно произойти за счет Якутской энергии. Смотрите, там же как предполагалось, да, что мы создадим с вами ТСП, и этот тариф потом включит инвестиционные источники на переключение. Просто, да, просто прозвучало за счет, если переключение. Нет, вот я как понимаю позицию, в том числе коллег с теплоэнергии, говорю это следующее. Вследствие ТСП переключение производится за счет уже созданного предприятия, так, да? Просто где-то вот прозвучало за счет. В общем, мы не согласны с этим. Мы говорим, что надо сначала создать биток, а потом уже делать переключение, а потом уже создавать ЕТСП. Почему? Потому что дороже. не будут дороже. Это будет Выйдет дороже для потребителя, на самом деле. Давайте придержимся регламента, да? Мы уже скоро. Я, наверное, предлагаю вот, то, как сейчас в схеме прописано, так и оставить, а уже после создания ТСП там совсем все будет по-другому. И я думаю, что как бы вот эти все вопросы они сами собой будут, на самом деле. Виктор Васильевич, спасибо за выступление. Да, Я хотела сказать вам, что технический момент, что там мы должны откорректировать, мы это дело откорректируем. По второму, третьему, четвертому, 17 кварталам, также вот то, что у вас инвестиционное намерение, Зеленстрой, перекладка сетей, да? До ТК-15-2, по-моему, да? Да, я поддерживаю, потому что в любом случае у нас будет объединение предприятия, и это как бы наши общие усилия. Поэтому в этой части вот это мы все в схеме предусмотрено. Так, по всем остальным вопросам касаемо создания ЕГЭ с 1 января 2022 года, как Роскомнадзор Марина Владимировна предлагает, я все-таки считаю, что нам нужно сейчас оставить все как есть, сперва создать ЕГЭ, потом создать ЕГЭ. Тем более сейчас вот мы слышали позицию наших снабжающих организаций, Якутской энергии, теплоэнергии, и ни один из них не готов, получается, сейчас с 1 июля 2022 года создать ЕТО. Поэтому мы все-таки сейчас уже, понятное дело, что каждый из нас хочет прописать свое видение. Конечно же, это сделать будет невозможно. Поэтому мы должны придерживаться того вектора и каких-то договоренностей, которые мы достигли. Сейчас у нас все-таки идет уже публичное слушание, мы все это дело, сроки создания ЕТО мы неоднократно с января месяца уже обсуждали. И я предлагаю оставить все, как сейчас прописано у нас в схеме по снабжению. Вот, это что я хотела сказать, резюмируя. И всем спасибо большое за участие. Закончили, да? Да, заканчиваем на этом.